По решению Совета старейшин сегодня пригласили сюда представителей интеллигенции города и района и старшего поколения. Прежде чем вести разговор о повестке дня, я хотел вас ознакомить с постановлением главы администрации города Карачаевска Карачаево-Черкесской республики от 12 августа 1996 года об утверждении положения о Совете старейшин в городе Карачаевске, Теберда, поселках, входящих в их черту. В целях вовлечения старшего поколения пожилого возраста к активной жизненной деятельности в решении задач местного значения органов власти постановляю: первое. Утвердить положение о Совете старейшин городов Карачаевска и Теберды и поселках, входящих в их черту. Второе. Для осуществления изначальной деятельности и оказывать материальную и моральную поддержку в их работе по развитию социально-культурных задач на местах. Глава администрации города Карачаевска Лайпанов Сапар Ахматович. Уважаемые товарищи, Совет старейшин города организовано в августе месяце в течение 3 лет. Работаю проректором университета по строительству. Мы, представители старшего поколения, озабоченные перспективой нашей жизни в сложных условиях перестройки, решили совместно с интеллигенцией, с представителями других слоев населения организовать работу, прежде всего, по воспитанию населения. С этими товарищами, комитетом по работе с молодежью, повышению ее ответственности, вращению задач социально-экономического развития, председателем избран Бичиев Султан Адеевич, заслуженный учитель школ Российской Федерации. Председателем по работе с интеллигенцией избран Шишкин Петр Никифорович, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Карачаево-Черкесского государственного педагогического университета. Туристических баз и алпинистических лагерей санатории в Теберде избран Салтагаров Джафар Сеитович, директор Тебердинского заповедника, депутат Народного собрания Российской Федерации. Комитетом по работе медицинским обслуживанием нужд населения избран Боташев Мурса Ильясович. И комитетом по благоустройству и коммунальному хозяйству избран Устенов Хаджимурат Танаевич. Он же является секретарем Совета старейшин. Комитетом по профилактике преступности, борьбе с правонарушением эту ответственность возложили на меня. И всеми общими вопросами нашей деятельности. В присутствии интеллигенции города, старшего поколения, которому мы многом в жизни обязаны, я хотел сказать, что работа предстоит непростая. Жизнь требует принятия более действенных мер по наведению порядка во всех сферах нашей практической деятельности. В этой связи я хотел бы сказать: доверие народа – это непростое доверие, доверие товарищей оглядывает, чтобы каждый из избранных товарищей проявили побольше самостоятельности, побольше инициативы, оперативность. Во всех началах нам жизни многое зависит от наших отношений к порученному делу. Я хотел бы вторым сказать о том, что наша задача главная, как минимум на первом этапе, если можно так выразиться,
практическую помощь администрации города, городов, вернее, населенных пунктов в решении задач по воспитанию населения. Непростую жизнь мы с вами переживали. Двух руководителей наших комитетов. Первое. Доклад о роли интеллигенции городов Карачаевской Теберды в возрождении духовной жизни народов в условиях переходного периода и становления демократических начал в Российской Федерации. Докладчик Шишкин Петр Никифорович, доцент кафедры философии Карачаево-Черкесского госпединститута, кандидат философских наук, председатель комитета по работе с интеллигенцией. Второй доклад о мерах по улучшению воспитания молодежи. Докладчик Биджиев Султан Адеевич, заведующий ГОРАНО, председатель комитета по работе с молодежью, заслуженный учитель школ Российской Федерации и работник заслуженный народного образования Карачаево-Черкесии. Мы сегодня сюда пригласили руководителей предприятий, учреждений, организаций, представителей общественных советов, интеллигенцию города и представителей старшего поколения, прежде всего верующих из числа мусульманского и православного церквей. Я хочу сказать о том, что мы попросили группу товарищей противовес существующим началам наших проведений этих мероприятий, я хочу их назвать, и вслед за этим попросить присутствующих здесь товарищей, чтобы они приняли активное участие в аспекте предложений, как улучшить нашу практическую работу в воспитании населения, особенно подрастающего поколения города. И других товарищей. Я бы хотел, чтобы наш разговор состоялся несколько в таком неказенном варианте, как-то мы свободно, конкретно, практически выразили свои отношения о нашей перспективе. Регламент нашей работы. Коллеги, товарищи, в этом зале присутствуют люди умственного труда, интеллектуальная элита нашего города и района. И это обстоятельство дает мне право ограничиться лишь постановкой вопроса, оставляя детали, частности и анализ приходящих проблем, которые в таких случаях всегда имеют место. Судьбе угодно было так распорядиться нами, чтобы мы испытали все тяготы переходного периода. Жизнь повелительно требует от нас осмысления происходящих событий и, возможно, их нейтрализации, смягчения, если они, эти события, окажутся очень тяжелыми. Во все времена, во всех странах мира интеллигенция была выразителем духа народа. Она добровольно брала на себя обязанность быть слугой народа, выступала в качестве борца за справедливость. Сам Бог дал интеллигенции способность анализировать исторические явления, конструировать методы и формы решения государственных задач, облегчить жизнь людей. И если мы сегодня так медленно и так противоречиво идем по пути реформ, демократизации общества, запечатлены наши с вами качества. Это мы их наделили такой властью. Это мы избрали в Государственную Думу, а теперь и в Совет Федерации тех людей, которые нам импонировали в жизни. Приходится лишь сожалеть, что российское общество, и особенно ее мыслящая часть, оказалось недостаточно прозорливым, неспособным глубоко, широко и всесторонне анализировать историческую эпоху. Конечно, было бы глупо обобщать всех людей умственного труда и наклеивать ярлык посредственности на всех нас. Но то, что в российском обществе интеллигенция никак не может оторваться от пуповины своего прародителя тоталитаризма и порой выражает его в повседневной практике, не подлежит сомнению. Иначе чем же объяснить такие пороки, как война в Чечне, межнациональная и криминальная разброд стоим силой, Лужков? Российский солдат способен завоевать и расширить свою территорию до теплых морей, Жириновский.
Всех черномазых мы выдворим за пределы России, а их квартиры отдадим беженцам из стран СНГ, он же. А вот самые свежие факты. 13, 14, 15 января 1997 года в Каменводах представители теркского казачества выдвигают требования к правительству Российской Федерации о выходе северных районов Чечни из состава Чеченской Республики, о создании групп самообороны в Ставропольском крае, о 100-тысячной армии казаков для спасения русскоязычного населения от геноцида и так далее. Фракция коммунистов, Яблоко, ЛДПР в Государственной Думе продолжает сеять панику среди депутатов о нелегитимности выборов в Чечне 27 января, о непродуманности мира в Чечне и выводе войск за пределы Чечни. То же самое заявляют представители ЛДПР. Можно было бы привести еще ряд вопиющихся фактов, свидетельствующих о воинствующих разглагольствованиях лиц, облеченных властью и депутатскими полномочиями. К сожалению, отсутствие объективной информации о положении дел в стране порождает слухи, сплетни и, в конечном счете, ажиотаж среди населения. К сожалению, сфера интеллектуального труда, образования, культуры, здравоохранения, все формы общественного сознания, а также формы и методы воспитания подрастающего поколения отдано стихии и произволу. А интеллигенция, которая могла бы стать опорой и надеждой государства, становится невостребованной со стороны всех ветвей власти. Конечно, жизнь в конце концов заставит правительственные структуры пересмотреть свое отношение к интеллигенции, особенно той ее части, которая готовит образованных людей, специалистов для всех отраслей народного хозяйства. Доклады, как это имеет место в центральной полосе России, образовательное учреждение, хотя и работает в режиме интенсивного напряжения, тем не менее учебный процесс не прерывается. Однако общая ситуация и здесь сказывается. Наша интеллигенция варится в собственном соку, и все мы хорошо чувствуем невостребованность. Ждать, когда Москва, федеральные органы пересмотрят отношение к интеллигенции, значит заранее обречь себя на забвение, пассивное созерцание реальной нашей жизни. Вот почему Совет старейшин города Карачаевска решил, не дожидаясь указаний сверху, директивных рекомендаций по совершенствованию идейно-воспитательной работы, выработать комплекс мер по улучшению нашей деятельности. Но чтобы выработать программу действий, необходимо нам сообща проанализировать наше бытие, поразмышлять о городе, о предстоящем юбилее 70-летия со дня основания Карачаевска, о текущих и долгосрочных проблемах, о путях преодоления трудностей, о формах и методах преобразования общественных отношений в целом. Начну с того, что в 1997 году отмечаются две крупные даты – 75-летие Карачаево-Черкесской республики и 70-летие города Карачаевска. Первая дата республиканского масштаба, и встречать мы будем широкомасштабно. А вот вторую дату предстоит встретить нам. Задача состоит в том, чтобы превратить город в один из самых содержательных городов Северного Кавказа. Кроме внешнего вида, необходимо поднять качественный уровень всех его атрибутов. Все службы быта, здоровья, образовательных учреждений, создать предпосылки для образования национального колорита, выработать свой стиль жизни, менталитет, который заботливо формировал свои национальные традиции, правила, культуру, свое миропонимание, моральные устои. Именно эти душевные свойства народа легли в основу великих художественных произведений Пушкина, Лермонтова, Толстого. Старшее поколение понимало значение памяти предков и делало все, чтобы из поколения в поколение передавали жизненно важные нормы поведения, образ жизни. Весь мир знает горское гостеприимство, щедрость души, верность слову, взаимовыручка, веротерпимость, трудолюбие, уважение к старшим, мужество, сопереживание, сострадание. Нам, живущим здесь, на легендарной земле, не безразлично, как будут оценивать нашу жизнь последующие поколения, какое материальное и духовное наследие мы оставим им, какую память о себе запечатлим в их сознании. Мы уже подошли к той черте, за которой видно забвение. Если мы будем и дальше так равнодушно созерцать на происходящее, все мы окажемся во власти хаоса и произвола. Интеллигенция города не какая-то абстракция, а исторически сложившаяся большая социальная группа людей,
подразделяющие на профессиональные подгруппы со свойственными ей интересами, целями и задачами. Исходя из этого, желательно работу с интеллигенцией строить не вообще, а конкретно с каждой группой. Только тогда, когда каждый интеллигентный человек поймет важность преобразования всей городской жизни, можно будет ожидать успеха. В противном случае мы обречены на прозябание. Совет старейшин на своих заседаниях тщательно проанализировал ситуацию и пришел к следующему. Первое. Все образовательные учреждения города должны разработать планы мероприятий, посвященные 70-летию города. В культурно-массовых мероприятиях предлагается включать выступления ветеранов труда, непосредственно участвующих в строительстве города, а также очевидцев этих исторических событий. Предварительный просмотр номеров художественной самодеятельности по организациям выявит самые лучшие из них, которые будут представлены в программе общегородского праздника. Второе. Возродить апробированные формы и методы просветительской работы с населением города. Составить график чтения лекций, проведения бесед, радиовыступлений, круглых столов, вечеров вопросов и ответов на актуальные темы внутренней и международной жизни. Радио превратить в один из важных источников информации. Шире привлекать в качестве лекторов, академиков, докторов наук, профессоров, доцентов, а также заслуженных деятелей науки и культуры. Их выдающийся опыт и знания должны стать достоянием масс. История, культура народов Карачаево-Черкесской Республики, а также художественные произведения, освещающие дружбу народов Северного Кавказа, пропагандировать через все средства массовой информации. Особенно важно осветить вклад старшего поколения в развитие культуры коренных народов. Имеется в виду просветители XIX века, Крым Шамхалова, Константин Тагоров, и русского друга художника Ярошенко, революционных мыслителей, писателей, поэтов XX века, Умара Алиева, Халилова Саида, Семенова Ахмата, Ислама Хубиева, Алинат Баташева, Хасана Акпоева. Не следует придавать развитию тех руководящих деятелей, которые в условиях тоталитарной системы сумели внять Урусова, Шерифат Абдрахманова и другие. Комитету по работе с интеллигенцией города предложено разработать четкую систему анализа информационного материала по событиям, которые имели и будут иметь место на Северном Кавказе, и регулярно интерпретировать их населению города Карачаевска через средства массовой информации. Речь идет вот о чем. Ввиду отсутствия единого федерального идеологического центра, информационное поле стало настолько широким, многообразным и подчас противоречивым, что слушателю и читателю газет бывает трудно разобраться в событиях. Более того, плюрализм политических взглядов, субъективных вкусов, интересов, оценок телеведущих и корреспондентов газет настолько запутывает ситуацию, что даже специалисту, теоретику бывает трудно распутать ее, определить истину. Вспомните, пожалуйста, сколько раз мы были свидетелями дезинформации относительно чеченских событий. Вначале мы читали поздравительные телеграммы председателя Верховного Совета Российской Федерации Хасбулатова генерала Дудаева, в которых подчеркивали его большую роль в свержении прокоммунистического чечено-ингушского Верховного Совета, возглавляемого Доху Завгаевым. Затем Дудаев становится экстремистом, националистом, разрушителем единства России и, наконец, бандитом. Чеченские лидеры претерпевают по несколько раз взлеты и падения. Телевидение Первого канала вещает прямо противоположно Второму каналу и НТВ относительно событий в Грузии, Абхазии, Нагорного Карабаха. И особенно противоречиво освещались события, разыгравшиеся в Южной Осетии, а затем в Северной Осетии и Ингушетии. Наша Карачаево-Черкесия также оказалась объектом анализа со стороны средств массовой информации. Шахрай, будучи ответственным за национальную политику, несколько раз дезинформировал общественность о положении дел в Карачаево-Черкесии. Однажды он изрек, что наш регион таит в себе взрывоопасные противоречия, которые, если разрядятся, то будет похлеще, чем в Чечне. Пришлось его спросить, что он имеет в виду и на какие такие материалы опирается. Он был вынужден сказать, что его, видите ли, неправильно поняли корреспонденты еженедельной газеты «Аргументы и факты». Вообще специалисты по национальной проблематике, живя в Москве, очень часто нас получают, как мы должны решать национальные проблемы, и, как правило, их советы, рекомендации носят дилетантский характер. Я скажу больше. Если бы не эти специалисты, возможно, Северокавказский регион не стал бы ареной военных действий, не стал бы братской могилой российских граждан. Дело прошлое, но хочется еще раз вспомнить. Бывший министр обороны Грачева
который дезинформировал президента Ельцина и Совет обороны, Совет безопасности, когда он похвалился, что чеченских сепаратистов он уничтожил за 2-3 часа. На самом деле война продолжалась более 2 лет и закончилась позорным поражением для федеральных войск. То есть министр обороны России совсем не сдал ни Чечню, ни войска, которые он обязан был знать хотя бы на уровне командира взвода. Вчера по телевидению герой дня выступил атаман Чуриков. Пятигорки пишут прямо противоположно. Не знаешь, кому верить и где истина. Вот самый свежий пример. 14 января 1997 года газета «Известия» на первой странице большими буквами написала: туманные намеки, недомолвки, полуправда, передергивание. Вот материал, на котором авторы телепередачи совершенно секретно построили свою версию об операции «Вирус», проведенной против мэра Владивостока Виктора Черепкова. Зачем, спрашивает газета. А затем посвящает целую газетную страницу разгрому Артема Боровика. Можно приводить бесконечное множество фактов, свидетельствующих о крайней степени некомпетентности, а порой даже невежества со стороны отдельных специалистов по актуальным проблемам нашей жизни. Вот почему нам очень нужно иметь при совете старейшин такую группу товарищей, которые бы смогли разъяснить населению хотя бы не подлежащие сомнению факты, которые имеют место в нашем регионе, в нашем городе. С этой целью совет старейшин предлагает возродить такие формы просвещения, как общество знаний, философские беседы, беседы с политологами, экономистами, историками, интервью на актуальные темы. Четвертое. Чтобы наш город Карачаевск, Каберда-Домбай служили местом международного туризма и альпинизма, чтобы наши райские места привлекали гостей из разных регионов России, а тем более из ближайшего и ближнего и дальнего зарубежья, нужны усилия со стороны всех нас. Я знаю, что администрация города Карачаевска, и особенно глава администрации города Лайпанов Топор Акладович, уже делают невозможное возможным. Практически туристические комплексы Домбая готовы принять гостей. Но ситуация на Северном Кавказе, плюс дезинформация со стороны тех и других специалистов по нашему региону, сделали свое черное дело. Народ боится ехать к нам. А это значит, наш бюджет ежедневно теряет большие суммы денег, которые мы бы могли получить от туризма. Реклама. Пятое. Несколько слов о молодежи. Председатель по работе с молодежью является Биджиев Султан Адеевич Баранов. Он проводит работу с молодежью с учетом требований сегодняшнего дня. Там есть хорошая программа действий, и Султан Адеевич талантливо осуществляет ее на практике. Хочу только сказать, что молодежь не только особая социальная группа, которая является объектом внимания учителей правоохранительных органов, но и всего населения города. Интеллигенция в первую очередь несет ответственность за ее воспитание. Нам не безразлично, что читает, какие фильмы смотрит, где проводит свой досуг молодежь. Впервые в истории нашего города молодежь стала предметом особой заботы главы администрации города Лайпанова. Все и демонстрировали свое искусство. Можно много говорить о студенческой молодежи, которая также принимала и будет принимать участие в спортивных мероприятиях КВН и других молодежных играх. Аскельд Дагирович будет выступать и более подробно расскажет об этом. Однако вызывает у всех нас озабоченность тем, что с каждым годом молодежь теряет такие качества, как трудолюбие, уважение к старшим, доброту, любознательность. После окончания университета часть молодых специалистов уходит работать не по специальности, а окунаются в омут дикого капитализма, который переживает сегодня Россия. Анализ их чтива, видеофильмов, музыкальных произведений не вызывает у старшего поколения восторга. Их сознание пленено низкопробной литературой, в которых дотошно описываются акты насилия, примитивных сюжеты любви и ненависти. Бесконтрольные и очень доступные кассеты с отображением сексопатологических сцен любви вытравливается из сознания молодого человека понятие о классических видах искусства. Интеллигентные люди обязаны вмешиваться в эту сферу и тактично воспитывать у молодежи высокие нравственные и эстетические качества. Ибо это наше подрастающее поколение, которое обязано воплотить в жизнь предначертания старшего поколения и вырастить здоровую смену. Радио, печать, школы, университет, а также семья, трудовой коллектив, все мы вместе должны взять под контроль дело воспитания подрастающего поколения. Духовное возрождение предполагает комплекс аудиторных и неаудиторных мер. К числу серьезных средств борьбы за здоровый образ жизни можно отнести спорт.
У нас в городе есть все условия для спорта. Стадион, спортивные базы, специальные помещения для спортивных игр, снаряды. Но, как показывает практика, они очень слабо используются молодежью. Пропаганда здорового образа жизни – важная задача интеллигенции. Сегодня все интенсивнее возрождается церковь. Религиозное мировоззрение далеко не опиум народа, как это пытались нам доказать классики атеисты. Строительство мечетей, церквей, молельных домов, знамение времени. И пусть они сосуществуют рядом, мечеть и церковь. Верующие люди несли и будут нести милосердие, добро, справедливость. 6. И, наконец, еще одна проблема. Это указы президента, обращение его к народу, законодательные акты, правительственные распоряжения, которые периодически публикуются в российской газете. Спасибо газете «День Республик», которая некоторые из них популярно разъясняет населению республики. Но большинство из этих документов так и остаются в неведении для горожан и особенно для населения сельской местности. Приведу несколько примеров. По всей России вот уже несколько месяцев идет дискуссия на тему общенациональной идеи, которую предложил президент осмыслить и принять. Опубликована серия статей в центральных газетах, в которых авторы выражают свои взгляды на проблему. К сожалению, эта идея не стала для наших горожан объектом анализа, и многие ее просто не знают. В июне 1996 года утверждена концепция государственной национальной политики Российской Федерации. В чем ее сущность? Можно ли ее принять в той редакции? Знают ли ее горожане? К сожалению, кроме ректора Карачаево-Черкесского университета профессора Кайчуева, никто так и не высказался на страницах газет. Концепция стоит того, чтобы ее осмыслить, подвергнуть критике и усовершенствовать. Далее, совсем недавно опубликовано обращение президента Ельцина ко всем россиянам о примирении и согласии между противоборствующими сторонами. Это обращение опубликовали все центральные местные газеты. Однако популярного разъяснения смысла обращения, а тем более механизма практического воплощения его в жизнь нет. Одни думают, что всем нам нужно покаяться в содеянном и забыть о своих воззрениях. Другие полагают, что надо выйти из политической борьбы и стать бесцветом. Третий вообще не знает, как быть, а кто знает. Не могу не сказать несколько слов о наболевших проблемах. Все мы читаем и слышим по радио и телевидению о невыплате пенсий, пособий, зарплат. Правительство нам разъяснило, что виноваты в этом предприятия, которые не платят налоги. Но почему правительство узнало об этом спустя 6 месяцев, а не на второй день, как это должно быть в государстве? Президент, выйдя из больницы, собрал правительство и, к нашему удивлению, изрек следующее. Нет в правительстве человека, который понес ответственность за выплату пенсии и зарплаты. Куда подевались аналитики? Огромная армия чиновников, которые должны информировать президента и правительство о состоянии дел в государстве. Неужели мы и впредь будем решать эти проблемы с помощью ВЧК? Где же скрываются наши выдающиеся экономисты, финансисты? Вот уже несколько месяцев Государственная Дума изучает пенсионное законодательство. Что это за новая система, никто не знает. В газетах полным-полно прогнозов, версий, домыслов. Что только там не встретишь, но нет простых разъяснений о предстоящих преобразованиях пенсионного законодательства. В России много газет, огромное количество партий, движений, великое множество журналистов, корреспондентов. Вся эта армада пытается одни и те же факты, события интерпретировать через призму своего видения, своего образования, опыта. Простому человеку трудно разобраться в этом ворохе взглядов. Я отдаю отчет в том, что в Москве есть компетентные органы, которые подлинно знают истину и пытаются эту истину через официальные каналы донести до народа. Но беда в том, что пока она дойдет до провинции, она обрастает всевозможными домыслами, комментариями с сомнительным свойством. В заключение хочу еще раз подчеркнуть. Отсутствие координирующего и регулирующего идеологического центра приносит только вред всей нашей просветительной идейно-воспитательной работе. Более того, идеологический вакуум непременно со временем заполнится взглядами, воззрениями, домыслами, слухами антидемократического толка. И то великое дело, которым начали прогрессивные мыслители российского государства, может превратиться в черное дело. Не дожидаясь, когда в верхнем эшелоне власти поймут ошибки и начнут, как это часто бывало, каяться в своих прегрешениях и плодить указы, распоряжения, законодательные акты, направленные на устранение допущенных просчетов, необходимо нам, интеллигентным людям, самим выработать механизм решения проблем и тем самым хоть как-то нейтрализовать действие этих негативных явлений. То, что мы сможем ослабить порочные явления, служит опыт решения национального вопроса в Карачаево-Черкесии.
Разве мы не знаем, сколько было рекомендаций, советов, общенациональных концепций, рожденных в московских кабинетах и предлагаемых народом Северного Кавказа в качестве панацеи от зон межнациональных прав? Но у нашего мудрого народа, старших и прогрессивно мыслящих интеллигентов, главы республики Хубиева, хватило ума преломить эти рекомендации. Номер 1 для Совета старейшин комитетов по работе с интеллигенцией продолжает оставаться забота о сохранении дружбы между народами, проживающими на этой земле. В это смутное и напряженное время, как никогда, нам всем следует еще теснее сплотиться друг к другу и никоим образом не допустить, чтобы в наши ряды могли проникнуть поджигатели войны, разного рода провокаторы, инициирующие межнациональный разум. Уважаемые друзья, комитет по работе с интеллигенцией выработал секции, 10 секций, я их прочитаю коротко. Секции по работе с интеллигенцией, занятой в сфере высшего образования преподавателей Карачаево-Черкесского педуниверситета. Секции по анализу пропаганде, разъяснению законодательных актов, правовых документов, распоряжений правительства, а также указов главы Карачаево-Черкесской республики, технической интеллигенции, а также работниками сферы бизнеса. В каждой секции руководят уважаемые, талантливые, высококвалифицированные работники умственного труда. И я думаю, что мы справимся с поставленными задачами. Спасибо за внимание. Прослушивание докладов, обоих докладов, можно письменно, можно устно, но в связи с тем, что у нас на собрании в этот священный день Байрам-Питта приехал Бостанов Исмаил Хаджи, директор Исламского института в городе Черкесске. Он говорил на нашем собрании от имени мусульманского вероисповедания руководства слова. Поэтому между докладами представим возможность тем, чтобы они могли с гостями по своим целевым направлениям идти. Идти на молитву. Пожалуйста, Исмаил. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Тема, которую вы сегодня подняли на этом собрании, она более чем актуальна, потому что мы, жители нашей республики, нашей страны, с этими проблемами, с которыми мы сталкиваемся каждый день, это просто уже мы устали от них. Устали, эти проблемы так тяжкие, они так трудны, что вроде бы, казалось бы, нет и выхода, что делать. Потому что жизнь, такая жизнь, которую мы с вами сейчас проводим, ее нельзя так проводить. Потому что человек – это самое высшее творение Бога. Это самое высшее творение Бога, и человек должен жить как человек, учиться, жить, питаться нормально, работать нормально. Знать, что закон его будет защищать, что он нужен государству, в котором он живет. А как мы сейчас с вами живем, я не экономист, ради Бога, я не политик, это не мое дело, в конце концов. Но я как человек, который живет среди вас, тоже имею свое субъективное мнение об этом. И раз меня сегодня сюда пригласили, мы, кстати сказать, приехали в мечеть на салят джумуа, на молитву. Когда нас сюда пригласили, мы только по дороге узнали тему, которую вы сегодня здесь поднимаете. Вы знаете, вы, конечно, знаете, история – это хороший предмет. Потому что до нас жили много поколений, много миллиардов людей. Были большие страны, могучие государства, империи византийские, римские, и они многие развалились, многие живут. Есть такие исторические ценности, как правда, справедливость, порядочность, милосердие, уважение к старшим, к младшим. Если мы так будем жить, поверьте, мы будем жить нормально. Я обратно говорю, потерпи, я не политик, но тем не менее, когда мы видим, что президент, который получает 3 миллиона рублей, посылает внука в Англию по 20 миллионов, платит 20 тысяч долларов, о чем будет думать рядовой налогоплательщик? Я где-то читал, что в 1946 году, когда в Англии была карточная система, рядовой докер в порту голодал, его сын голодал, его дети, но они знали, что сын английской королевы тоже так же голодает. Если нам, знаете ли, мы видим медведя, ищем его следы. Если мы будем видеть, что правительство, которое мы выбрали, которое руководствует нами, то есть он распоряжается нами, если они будут жить нормально, все руководители на уровнях, будь то город, район, область, край, если они будут жить ради нас, мы это будем видеть, и мы тоже будем ответственно нормально.
У нас были ценности, знаете ли, 70 лет была коммунистической власти, я не коммунист. В армию меня принимали, в комсомол принимали меня в армии. Я в школе не поступал в комсомол, потому что семья была религиозная. И отец, и мать, и дед все, понимаете, просто не вступал в 70-х годах, вы знаете, прекрасно относились к нам. А относиться человек так, как мы хотим, чтобы относились к нам, мы тогда будем жить хорошо. А когда мы видим, что руководители разных рангов, ради Бога, работать не очень хорошо, не очень хорошо. Такие, знаете, удельные князья, каждый в своей вотчине, а что молодежи еще делать? Работы нет, они никому не нужны. Женщина выращивает своего сына, получает 50 рублей от государства, 18 лет забирает в армию и убивает на Чечне. Ради Бога, она и пенсии не получает. Как жить? На что опираться? Да. Религия не панацея от всех бед. Но, по крайней мере, религия дает внутренний стержень. Мы, вот, истинно от сердца Бога, то ты не будешь другого убивать. Ты не будешь ее обманывать. Потому что у нас в исламе Аллах сказал, то, что между тобой и Богом, намаз и пост и все остальное, Аллах захочет просить, захочет это 50 на 50. Но если ты кому что-то сделал плохое, обидел его, украл, убил его, или же между двумя людьми ты посеял ссору, то он тебе никогда не простит, пока Аллах тебе никогда не простит, пока этот человек тебя не простит. Человек, я еще раз хочу повториться, высшее творение Бога. И я заканчиваю, знаете ли, когда Аллах создал ангелов, Он не дал им понятия сладости, понимаете, у них нет ни женщин, ни детей, они не пьют, не кушают, они не спят, они 24 часа служат Богу. Затем Аллах создал всех остальных, кроме человека. Он не им дал чувства, Он не дал им ума. И животные, и птицы, все остальные, они движутся чувством. Понимаете, у них нет стыда, они все что угодно могут делать. И между ними Аллах создал человека. Он дал ему ум, как ангелу, и дал чувство, как хайвану, как животному. И если потому, как этот человек себя в жизни ведет, если он руководствуется умом, то он, он будет среди сонма ангелов. Но если он будет двигаться чувством, как хайван, украсть, убить, обмануть, я сегодня здесь, завтра меня не буду побольше урвать от других людей, он явно придет пусть стоят перед Аллахом, как среди животных. Поэтому дай Аллах нам, каждому из нас, чувство справедливости. Это самое главное. Нет, не ума. Умным человек может не быть, понимаете ли, но чувство справедливости, чувство стыда, отдавание должному каждому человеку, только в этом случае мы можем подняться. Пусть из пустого порожня, понимаете ли, горять не нужно. Мы все знаем, почему так живем. И если каждый будет начинать себя, это будет, наверное, лучше. А нашим руководителям я пожелаю, пусть они живут так, как будто они завтра пристанут перед своим Господом, который создал их. В том случае, я более чем уверен, у нас все будет хорошо. Извините. Извините, у меня речь быстрая, экспромтом, но поверьте, надо жить как-то, смотреть вперед, потому что те, кто там наверху, они тоже умрут, поверьте. А у нас Господь один, Господь, и Он будет решать. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. В отделе образования в его подчинении находятся 28 учреждений образования, которые объединяют 5600 учащихся, а если взять именно школьные учреждения, которые у нас есть, где-то около 6000 учащихся. Учителей, преподавателей, тренеров, воспитателей у нас 641 человек, образовательный ценз 98,3%, это очень высокий процент, и, возможно, самый высокий в Карачаево-Черкесии, и, наверное, это потому, что Карачаево-Черкесский государственный педагогический университет расположен здесь. По категориям, вы знаете, раньше учитель назывался просто учителем, хороший учитель, плохой, никаких других званий он не носил. В настоящее время определены категории, разряды, звания. На сегодня у нас в городском районе работает 23 учителя высшей категории, 100 учителя первой категории, 28 учителей второй категории, 23 учителя, 3 учителя
являются заслуженными учителями Российской Федерации, имена которых хочется назвать. Это Нина Андреевна Чекменева, Анна Захаровна Бедеулова, Михаил Магомед Исмаилович Халилов. Вот эти учителя являются у нас заслуженными учителями. В числе лучших учителей нашего городского района сегодня мы можем назвать учительницу Курорт-Кабардинской средней школы номер 1 Полякову Нину Алексеевну. Она является учителем. Участие на этом конкурсе она завоевала первое место. В следующие годы победителем опять республиканского конкурса стала тоже наша учительница. Это Шамарова Нина Алексеевна. Аскеровна. Она не только вышла в число победителей Карачаево-Черкесии, но она вышла и на Россию, она вышла в число пятерки лучших учителей Российской Федерации, сфотографировалась с президентом, получила президентскую премию, как премию получила путевку в Лондон. В числе лучших учителей нашего города сегодня мы называем Семенову Фатиму Мухтаровну, Голубову Людмилу Петровну, Койчиеву Назифат Исмаиловну, Моисееву Антонину. Второй тур в городе Карачаевске и третий тур республиканский. Я не буду говорить о первом, о втором туре, они прошли успешно. Третий тур проходил у нас 5 января в городе Черкесске. И скажем, что если позапрошлом году учащиеся города Карачаевска заняли 8 призовых мест, то в прошлом году они заняли 10 призовых мест. В этом году 16 призовых мест. Из них 5 первые места. В области воспитания. Как же мы, товарищи, выглядим в области воспитания? Разъединить и отделить, понимаете, эти два вопроса друг от друга невозможно. Можно было положительное еще перечислять, но я хотел сказать, что есть в работе у нас и серьезный недостаток. Помним мы слова великого мыслителя, писателя, классика Некрасова. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Не всем быть медалистами. У нас ежегодно, в прошлом году было 59 медалистов, в этом году претендентов 60 человек. Но прежде всего у нас должны выходить люди воспитанные, полуобразованные, пусть он будет, но воспитанные. И, к сожалению, хочу сказать, что у нас 32 ученика состоят на учете. Это те вопросами индивидуальной работы с учащимися. Мы знаем, что появление правонарушителей это связано с тем, что мы не находим дела для таких ребят. Если молодому организму не найти занятие, он как губка начинает вбирать всего того плохого, которое имеется на улице. С этой целью мы договорились, что увеличим число кружков в школах. У нас на сегодня в школах 186 предметных кружков, в которых занимается 2500 человек. Есть помимо этого у нас спортивные школы, станция юных техников, центр детского творчества. Словом, кружками у нас охвачены почти все учащиеся. Большое внимание мы уделяем художественной самодеятельности. Вы знаете, по сетке часов министерства вопросам эстетического воспитания уделяется очень мало времени. Поэтому приходится внеклассно этим делом заниматься. И скажем прямо, что школы наши в этом отношении уже за несколько лет отработали хорошие традиции, и подготовка художественной самодеятельности начинается с смотра. Осмотры, как правило, у нас на мартовских каникулах, это с 21 марта, начинается с 1 сентября, и мы имеем значительные успехи. Тут сидящие товарищи по своим населенным пунктам, а нам относятся курорт Сибирда, Донбай, шахтерские поселки, город Карачаевск, Эльбрусский и так далее. Вы знаете, что участники художественной самодеятельности доставляют много удовольствия нашему населению. Наверное, многие помнят Тибергинку. Это школа Тибергинская номер 1, коллектив, который в прошлом году занял первое место.
Кстати, сегодня пришла телеграмма из Министерства образования Российской Федерации, что Курортно-Бердинской первой школе присвоено почетное всероссийское звание. Почетная школа 96-го года Российской Федерации. Такую телеграмму мы получили сегодня из Москвы. Хорошие у нас школы по художественной деятельности показывает средняя школа номер 6. Это школа молодая, она недавно начала свою деятельность. Всего 4-й год работы, и за это время она вышла в число передовых. Мы же проводим через жюри, там большой конкурс, большие споры, и эта школа прочная с года в год занимает 2-е место. 5-я школа, 3-я школа, 1-я школа. Самодеятельность у нас растет, увеличивается, но считаем, что надо идти дальше, делать больше. Этим самым мы как бы охватываем большее число учащихся, и примерно 3000 учащихся заняты в этих курсах. Тем самым мы в какой-то степени их отделяем от негативных действий, хождения по улицам, прицеливания, значит, по лампочкам и так далее. Спортивная работа. Это очень интересная работа, и в этом отношении также наши школы, наши внешкольные учреждения имеют определенный успех. Так отлично в этом году выступили учащиеся Центра детского творчества по вольной борьбе. Тренер у нас Чутчаев Алхаз, учащиеся, 4 из них стали чемпионами Российской Федерации в этом году. Это много. Один ученик 5-й школы, Илдар Хапаев, стал дважды призером европейских соревнований. Ученик 11 класса. Дважды призером. И скажем прямо здесь, что ни сопровождающего не было. Один поехал в городе Софии, стал дважды чемпионом, можно сказать. 5-я школа может гордиться своим учеником 11 класса. То есть, собственно, скажем, что такие успехи должны были быть. У нас в городе проживает дважды чемпион мира Руслан Сарыев, и он, и Богатырев Абу Хасан возглавили вот это спортивное движение. Какими еще путями мы стараемся отвлечь учащихся от улицы? Это проводимые во всех школах у нас клубы веселых находчиков. Они проводятся у нас во всех школах. Встречи с писателями, поэтами, со старшим поколением. Вот эти мероприятия, они стали у нас традицией. Одним из важных моментов воспитания лучших качеств человека – это не только то, что мы сегодня видим, но и применение тех обычаев, тех традиций, которые были у наших народов в разные годы, в прошлые времена и в настоящее время. Так называемые горские дети. Это адепт, намыс, и все эти работы проводятся у нас, вот сегодня я могу показать с трибуны, кого это больше будет интересовать, подойти в школы. Это у нас прежде всего 6-я школа, это 4-я школа, это 5-я школа. Вот их работы я взял сюда, но время у нас такая, что здесь рассказывать во всех невозможно. Здесь пишутся о правилах поведения молодого человека в ауле, в городе. Как вести себя при встрече со старшим человеком, как работать, как сидеть за столом, как идти со взрослым человеком, со старшим по улице. И скажем прямо, эта работа очень большая, очень интересная, но очень трудная. Дело в том, что у нас в школах работают в основном молодые люди. Много они не знают. И мы в этой связи хотели бы обратиться к нашим аксакалам, старшим товарищам, чтобы они по просьбе школ приходили, рассказывали, как все это делалось раньше. Мы читаем, когда на страницах газеты, по радио, встречаемся, когда наши товарищи защищают кандидатские диссертации, докторские диссертации на те или иные очень важные темы. Но я считаю, что в числе очень важных тем
именно вот эти горские этикеты одеть на мыс адепт, очень важное дело. Мы не можем найти нигде источника, и нет такой диссертации. Прямо скажем, мы всем составом образования написали письмо в высшую аттестационную комиссию, чтобы такому человеку вне очереди присвоили звание кандидата. Но однако таких охотников мы, товарищи, не видим. Что? Коли диссертации защищены. Давайте нам их школам, товарищи. Почему у нас нет контакта школы с университетом и наоборот? Мы, наверное, университеты нужны, и как наоборот. Давайте проведите семинар. С удовольствием мы примем участие. Я, товарищи, здесь сказал о тех больших издержках, которые имеются. Имеются двойки, их немного. Имеются ребята, которые нарушают правила поведения у нас сегодня. Как быть с ними? Прежде всего, если они имеются, я это отношу к недоработкам наших школ. Это недоработки нашей школы. Учителя. Но беда какая? Школа работает с этими учащимися 6-7 часов в сутки. Остальное время ребенок уходит домой. Ну и в основном, вы знаете, у нас учителя это женский персонал. Как-то обратились к соответствующим органам, которые имеют и название и имеют прямое отношение к этим вечерним хоккеям. Это отдел внутренних. Как-то мы не совсем находим общий язык в этом вопросе. У нас в отделе внутренних дел, а я в какой-то степени буду не только как заведующий городом, когда мой разговор будет относиться только к учителям, директорам, которые здесь присутствуют в Луколь, меня уже, значит, приказом я проведен председателем комиссии по работе с молодежью. И с этой точки зрения хотел бы сказать, что отдел внутренних дел в этом отношении, товарищи, не дорабатывает. Мы об этом говорили и на планерках, и на встречах, и здесь хочется сказать, и чтобы у нас не было коса на камень, а чтобы мы поняли друг друга и занимались серьезно. У нас в отделе внутренних дел работает, наверное, не менее 200 человек. А вопросами борьбы с преступностью среди несовершеннолетних занимается только один, товарищ Айбазов. Был интересный работник, товарищ Арабец, курорт Теберде. По этой женщине шли хорошие разговоры и хорошие мнения сложились в обеих школах, Тебердинской первой и второй. Она делала очень много. Ну, взяли, надо кого-то было в милиции сократить. Сафар Ахматович сократили, Арабец, нашего, понимаете, вот такого хорошего работника, нашли только ее сократить. Этот вопрос я поднимал на планерке. Стоял вопрос о восстановлении. Оказывается, сейчас изыскиваются деньги, чтобы этого человека иметь. Я думаю, что можно любого четвертого сократить милиции, но этого человека надо вернуть. Второе. В этом году, как и в прошлом году, правда, с некоторыми потугами, мы провели встречу школ, учащихся с административными работниками. Была такая встреча, но она была разовая. Разовая, прошлись мы все, было неплохо, можно лучше, но на том и закончились все наши встречи с учащимися. Аскат Юсуфович, наверное, я не забыл, и вы, наверное, нам сегодня выступаете, скажет, что каждый работник административных органов один раз в месяц должен выступить где-то в аудитории. Но вы видите, у нас аудиторий стало мало, заводов, фабрик почти не стало, остались учебные заведения. Я прямо скажу, что они должны идти в школу. Одно дело, мы право преподаем, проводим интересные мероприятия. Как раз, кстати, в день нашей встречи с учащимися в курорте Тебердинской второй школы, кружок, который там ведет товарищ Батчаев, рассказал о своей деятельности. По-моему, его выступление было интереснее, чем наши выступления. Такие работы ведутся в школе. Но когда погон, работник милиции, суда, прокуратуры является, это с особым интересом воспринимается учащимся. Я думаю, что надо возобновить. И я думаю, что не каждый раз графиком утвержденным насильно, понимаете, идти нам надо коллективно.
Надо идти добровольно, с желанием рассказать, подсказать, научить. И показать, что за такого рода правонарушения вот такого рода наказание. Хотел бы, товарищи, сказать по молодежи, которая не учится, не работает. Хотел знать, идя сюда, сколько у нас в городе Карачаевске, но в комитете я найти не смог ответ на этот вопрос. В будущем нам придется этим делом заниматься. Там дела, товарищи, сложнее. Комитет, он обязан, мне кажется, найти, они к ним являются, сколько такого рода молодых людей, значит, не работает, не учится, определить их, где, куда устроить. А если некуда устроить, нам, видимо, вот этим собранием, советом старейшин, администрации города, подумать над тем, что, понимаете, найти им работу. Мы на правильном пути. На рыночную экономику мы перешли. Я смотрю, очень ловко перешли на это дело наши промышленные предприятия. Создали акции вот эти, они очень быстро раскуплены. Это все так, как делали цивилизованные страны Запада. А вот следующий, самый главный шаг, как переориентировать предприятия, об этом товарищи не подумали. Значит, высокие звания, генеральные директора и так далее есть. Закрыты вот эти большие заведения, на работе которых, понимаете, принимало участие на субботниках, воскресенье. Весь город, они на сегодня закрыты. Считаю, что, да, действительно, они акционеры, никому они не подчиняются. Но, тем не менее, народное влияние на них должно быть. Нам надо открыть там отрасли народного хозяйства, где бы трудоустроить людей. Смотрите, какие народ, у нас богатство природы. У нас есть гранит, у нас есть красный мрамор, даже красный, черный, белый, понимаете, огнеупорные глины, несметные богатства минеральных источников. Смотрите, по какой цене продается у нас вода, лес, водные ресурсы. Ни один человек, понимаете, к этому делу серьезно не относится, предприятия стоят, а я, как заведующий городом, хочу сказать, что родители, вот те, ребята в обед не могут зайти в буфет покушать. Коржик и стакан чая. В этом отношении я считаю, что вот этих генеральных директоров как-то куда-то надо приглашать, думать, раз они названы руководителем, они должны думать, как дальше эти издания использовать. Мертвый капитал. Но те люди, которые атлеты не этого года, а вот массовости в спорте, у нас, товарищи, отделу культуры, молодежному комитету, надо будет серьезно и срочно заниматься той частью молодежи, которая не учится в школе, и занять им дело. Не найдем, они сами себе найдут, чем заниматься. Хотел, товарищ, сегодня здесь сказать несколько слов о военно-патриотическом воспитании. Я опять же скажу, что военно-патриотическим воспитанием школа занимается. Но в школах очень мало офицеров. Это женщины, которые начитаны, хорошо знают историю Второй мировой войны, да и многие другие истории войны, но детали Второй мировой войны они не знают. И в этом отношении у нас есть военный комиссариат, который должен очень серьезно заниматься. Я вспоминаю всех бывших военных комиссаров города Карачаевска. Кто не помнит здесь Науруза Дмитриевича Вездень, этот человек начинал свою работу в школах, поскольку места определялись по образовательному цензу призывника, его спортивные данные, значит, школа, комсомол, он работу начинал в этих учебных заведениях и заканчивал школу. Я прямо скажу, в этом отношении мы обижены на работников военкомата. Военкоматом мы дело имеем только тогда, когда начинается призывная комиссия. 50-летие Великой Победы советского народа во Второй мировой войне. Тема
Это разговор и тема для всех. Школы города провели более 200 мероприятий на эту тему. Были воссозданы, восстановлены, значит, уголки, музеи, посвященные, значит, нашим участникам. Переписка началась, поиски. Были организованы, проведены в школах сочинения. Мои родственники в годы Великой Отечественной войны. Эти сочинения и смотр был и в областном центре. Учащиеся города Карачаевска заняли и первое, и второе место на этом. Но, к сожалению, в течение всего, вот тут, товарищи, я вижу, из военкомата есть, в течение всего этого года ни один работник военкомата к нам не пришел. Не пришел. В основном встречи призыва. Это сезонные дела. Это третьестепенные дела. Чтобы иметь успех, в призыве надо много работать. Надо использовать тех, которые могут оказать помощь. Я вам прямо скажу, свою обиду, неприятную, которую мне пришлось в прошлом году слышать в Доме Советов Черкесских, которого проводило правительство, о том, что Карачаевский военкомат не может, понимаете, выполнить план призывной кампании. А Наурuz Дмитриевич весь день среди 44 военкоматов Ставропольского края более 10 лет занимал первое место. Именно постоянной систематической работы. Систематической работы. Недавно в декабре мы проводим, значит, вместе с молодежным комитетом День призывника. Что, товарищи, это что, не касается, что ли, военкомата? Пришлось несколько раз разговор вести, чтобы пригласить товарищей туда. Или возьмем, товарищи, другое. Памятники. Эти памятники у нас есть в городе Карачаевске. Значит, герою Советского Союза Харуну Умаровичу Богатыреву, генерал-полковнику Султану Киркезовичу Магомедову. Памятники у нас в конце города, памятники у нас в Море, памятники у нас в Учкулане, в Каменномосте, в Новом Карачаеве, в Костаке Тагурову, в Умаре. Для чего мы их строили и ставили? Они построены в основном, нигде ни один рубль государства не затрачен. Это за народные деньги. Я помню, когда мы в Море открывали памятник, там оказался военком Лысенко областной. И он какую благодарность, понимаете, выразил жителям аула Верхней Тебата, что из белокаменного мрамора такое соорудили. И он там говорил, что мы у этого памятника будем проводить большую военно-патриотическую работу. Администрация, совхоз, ни одно мероприятие, вот на днях спрашивал, участник этого дела, спрашивал, какие вы проводите? Ну, школа 9 мая, 23 февраля проводит мероприятие. Учкула тоже, для чего же, товарищи, не проводит? И когда слышишь, что военкомат не может набрать призывников, чтобы отправить, тут вкрадывается такая мысль. Надо же работать, дорогие товарищи. Не работать тогда, когда выписывается повестка, а работать всегда. Мне особенно было неприятно Черкесск. Я хотел там выступить, но воздержался, не стал этого делать. Скажу, что в тот день. Кого же призывает в армии Карачаевский объединенный горрайвоенкомат? Это Маринское ущелье, это Учкуланское ущелье, это Тиберлинское ущелье, это город Карачаевск и близко расположенный рядом. Нам надоело слышать неприятности этим аулам. Изменили родине, не служили, прочее и так далее. История показала, что они не только служили геройски. Кто приводит пример, что Харун Умарович Богатырев был дважды представлен в звании героя? Что недавно похороненный Хамзат Ибраевич Бадаков дважды был представлен в звании героя. Мне довелось прочитать интересную телеграмму генерал-полковника Мамсурова, начальника контрразведки СССР, с просьбой в адрес первого секретаря областного комитета партии Лыжина Николая Михайловича, где он обращался к нему с просьбой: уважаемый Николай Михайлович, просим, не исключать из партии Бадакова. Это известный человек, дважды представленный в звании героя, но по известным причинам он не получил эти звания. Кто знает, можем ли мы найти такие материалы? Школа, если придет в военкомат, найдет такие материалы? Не найдет. Обидно нам,
Мне как карачаевцу обидно, что было так, воевали хорошо, значит, опять Карачаевский район не выполняет. И это проводит позорно, понимает, председатель правительства. Это же позор выслушивать такое. Почему так я долго останавливаюсь на этом? Неинтересно, понимаете, получаются встречи, когда мы по торжественным дням, 9 мая встречаемся на площади, не приводятся интересные мероприятия. Сколько же было героев? Сколько было героев у нас? Кто они, что они сделали? Я вот хочу, не совсем, может, кому не понравится, а привести данные доклада министра обороны Гречко, который он сделал по случаю 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Он построил его интересно. Значит, евреев столько, в 1941 году было, героев столько. Если это число разделить на число героев, выходит, вытекает, сколько героев было на 10 тысяч человек у того народа. Так он расписал все народы. На 10,8 тысяч человек у них был один герой. Второе место заняли калмыки. На 11,8 тысяч человек один герой. И теперь, когда мы сопоставляем, о нас по Карачаево-Черкесии там речи не было. Берем мы карачаевцев, вот как карачаевец, о том, что я слышал, что меня задело и почему сегодня говорю. Значит, на 82 тысячи человек, то есть на 7,5 тысяч человек один герой. 11 героев. Можем ли мы теперь молодежи сказать, что вот так воевали ваши деды, вот так воевали ваши отцы? Не позорьте поэт, пошли. Этого не может делать наш военкомат. И я прямо скажу, если так будет строиться работа по военно-патриотическому воспитанию, мы сами тогда будем заниматься этим. И последнее. По всем этим вопросам, тут и товарищ Шишкин выступал, я говорю, конечно, криминальная обстановка ненормальна. Надо улучшить нам работу всем. Прежде всего школа. Я прямо скажу, есть успехи, есть достижения, но надо лучше и больше работать. Много недостатков. Надо всем отделам, которые у нас есть, работать лучше. Если мы объединим усилия всех, и на это привлечем наших старших товарищей, ветеранов труда, ветеранов войны, я думаю, что мы займем полезным и учащихся, и неработающих людей. Представляется Кольчиева Скирбида Гировича, ректору Госпедуниверситета, академику, депутату Народного собрания республики. Уважаемые коллеги, дорогие гости, я не буду говорить, отчитываться, какая воспитательная работа проводится в университете. Мы об этом часто пишем на страницах газет. Если надо будет, и в скором будущем тоже напишем о наших достижениях, о том, сколько защищается кандидатских диссертаций, докторских диссертаций. Один пример хочу привести, потому что это самый урожайный в истории не каждого вуза бывает за один год, за 96-й год прошлый, защищено 8 кандидатских, 2 докторских диссертаций. В том числе одна Урусова Байнамат Исхаковна Горянка защитила докторскую диссертацию и стала доктором физико-математических наук. Это первая Горянка не только в Карачаево-Черкесии, но и в Северном Кавказе. По физике твердого тела. Очень сложная, важная тема. Я хотел бы сегодня остановиться на некоторых актуальных вопросах. В первую очередь, о роли педагогической интеллигенции в воспитании родителей и через них молодежи. Анализ показывает, закрепилось мнение, позиция складывается у многих родителей. Наше дело родить детей,
одевать, кормить, а воспитывает пусть учителя. Это в корне неправильно. Карачаевская пословица гласит, «Шабаклакта бюгюльмега, казаклакта бюгюльмес». То есть характер, психология, поведение ребенка формируется в возрасте от 3 до 7 лет. Поэтому именно в семье надо воспитывать ребенка. Поэтому на нас, педагогов, лежит ответственная задача. Мы, педагогическая интеллигенция, в ответе за то, чтобы произвести перелом, если хотите, революцию в сознании таких родителей. Второе, на что я хотел бы обратить внимание. Очень много молодежи попадает в университет, у которых нет желания получать высшее образование, стать учителем. Раньше их было где-то, мы проводили социологические опросы, сами признавались. Раньше их было где-то 15-20%, а теперь их стало 35-40%. Чуть ли не каждый второй. Опять на наши благовидные поступки. Нам их жалко, их родителей жалко. Мы стараемся их перевоспитывать, но от тех, кто не поддается воспитанию, будем решительно избавляться и избавляемся. Как говорится пословица, красна птица перья, а человек учением. Учеба нелегкий труд. Тяжело, но надо учиться. Опять-таки, уважаемые представители педагогической интеллигенции, давайте поработаем с родителями и в этом направлении. У нас республика небольшая. Можно один раз в месяц зайти к декану соответствующего факультета, поинтересоваться, как учится их чадо, и вовремя помочь им или ей направить на правильный путь. Третья проблема. Очень сильно страдает наша молодежь из-за того, что образовался вакуум в вопросе воспитания. Говорят, нет идеологии воспитания. Я себе позволил не согласиться с этим, уважаемые коллеги. Педагогическая интеллигенция и вообще вся интеллигенция, кто нас с вами освободил от обязанности воспитывать молодежь в духе гуманизма, любви к человеку, к трудолюбию, в духе нравственности? Никто. Почему мы в деле воспитания не используем горский этикет, наши замечательные традиции и обычаи, воспитание молодежи в духе уважения к старшим, женщинам, святого отношения к гостю и так далее. Вот нам и идеология воспитания. Есть она, но надо эту идеологию проводить в жизнь и проводить очень активно. Что касается научной разработки, ну очень плохо, что рядом в одном городе живем, нет у нас такой связи. Защищено 3 кандидатских диссертации. Пишутся 5 кандидатских диссертаций.